Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры муваххиды. С позволения Аллаха Субханаху ва Та'аля мы продолжаем изучение Ла иляха илляллах. И мы с вами в прошлом уроке остановились в книге, в главе «Действительность имана». И мы дошли до таухида аль-улухия, вера в божественность Аллаха Субханаху ва Та'аля. Таухид аль-улухия, дорогие братья и сестры, это ифрадуллахи биль-ибада. То есть это единобожие в божественности, это чтобы сделать все наши поклонения только по отношению к Аллаху Субханаху ва Та'аля. Если же таухид аль-рубубия, как мы проходили выше, говорит о деяниях Творца, говорит о том, что Аллах Азза ва Джалля сотворил, Творец, дающий пропитание, управляющий, то таухид аль-улухия это говорит о наших деяниях в поклонении, обращенных только по отношению к Аллаху Субханаху ва Та'аля. Любое поклонение, которое мы совершаем, подобно молитве, посту, хаджу, обед, жертвоприношение, милостыня, дуа, а также деяния, которые связаны с сердцами, деяния сердца, любовь, страх, надежда, упование и все, что человек делает в виде поклонения, может только относиться к Аллаху Субханаху ва Та'аля и никому иному. Это первое правило является определением, что? Определением таухид аль-улухия, единобожия божественности. Аллах Азза ва Джалля в Коране говорит: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. И поистине места поклонения принадлежат Аллаху. Так не взывай же никому, кроме Аллаха. То есть все места поклонения только для Аллаха. Все поклонения должны быть обращены только к Аллаху Субханаху ва Та'аля. Таухид аль-улухия должно исходить из сердца человека, из сердца мусульманина. И человек, который познал таухид аль-рубубия, познал таухид аль-улухия, никогда он не обратится к иному, помимо Аллаха Субханаху ва Та'аля. Он не может пойти к какой-то могиле, связать свое сердце с ним, говоря то, что «О, я фулян, уду Аллаха ли», или же «Ахифни», или же «Субхан Аллах», другие выражения ширка. Говорит, что «помоги мне, сделай шафаа». Нет, мувахид, единобожник, который понял таухид аль-улухия, понял и обратил и сделал ифрад Аллахи биль-ибада, обратил себя, все свои поклонения только Аллаху Субханаху ва Та'аля, он не может делать дуа кому-то гайру Аллаху. Он не может связать свое сердце с каким-то творением. Нет, он связывает только с Творцом, с Аллахом Субханаху ва Та'аля. Человек не может поклоняться кому-то помимо Аллаха или же наравне с ним. Не имеет права и нельзя взывать никому, кроме Аллаха. Если нельзя взывать и нельзя делать обеты, и нельзя приносить жертву, и нельзя делать молитву, и нельзя посвящать посты никому, кроме как Аллаху Субханаху ва Та'аля, таухид аль-улухия, таухид божественности. И четвертое – это вера в имена и атрибуты Аллаха Субханаху ва Та'аля. Четвертое – это аль-иману биль-асма и вас-сифат. Что касается таухида аль-асма и вас-сифат, в именах и атрибутах, то это единение Аллаха Всевышнего в том, что принадлежит Ему из имен и атрибутов. Раб должен верить, что у Аллаха нет подобного Ему в Его именах и атрибутах. Этот вид таухида строится на двух основах. Первое – это утверждение. То есть утверждать за Аллахом то, что Он утвердил для себя в своей книге, или же что утвердил за ним его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, из прекрасных имен и возвышенных атрибутов, так как это подобает величию и могуществу Аллаха, без тахрифа, без искажений, без та'виля, аллегоричного толкования, и без та'тиля, без отрицания их истинности, и без такьифа, без уподобления. Мы приписываем Аллаху Субханаху ва Та'аля те имена и качества, которые Аллах Азза ва Джалля приписал сам себе, и которые приписал ему его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, не искажая, не толкуя, не отрицая и не уподобляя.
Мы говорим так, как Аллах и Его посланник приказали. Мы не вдаемся в подробности. Второе. Очищение, отрицание. То есть очищение Аллаха от любого недостатка и отрицание того, что Он отверг о себе сам из атрибутов несовершенства и других. Доказательство этому слова Аллаха Азза ва Джалля, который сказал: «Лейса камитhlихи шейун ва хуа ас-сами'уль басир». Нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Здесь Он отрицает свое уподобление творению и утверждает за собой атрибуты совершенства в том виде, в который подобает Ему, преславному Аллаху Азза ва Джалля. Это столпы, чтобы ля иляха илляллах. Что мы изучали, сначала мы изучили, это было столпы ля иляха илляллах. Сначала мы изучили неверие в Тагута, его виды, и как проявлять куфр бит Тагут, его условия, и после мы взяли веру в Аллаха Азза ва Джалля. А теперь, иншаллах, мы возьмем условия ля иляха илляллах. Потому что в каждом вещи, в каждом слове, либо же в каждом деле есть свои условия. И мы дошли до 13 главы, это условия ля иляха илляллах, без которого ля иляха илляллах не будет действительным. Когда человек не знает условия ля иляха илляллах, когда он не знает аркана ля иляха илляллах, это вводит к чему? Вводит к танакулату, вводит к противоречию. Когда человек говорит языком ля иляха илляллах, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, в тот же момент идет и обращается к другому помимо Аллаха. Это у него из-за чего? Из-за того, что он не понял, что такое ля иляха илляллах. И клянусь Аллахом, курайшиты, мушрики более знающие, чем в отношении ля иляха илляллах, чем сегодняшние те, которые говорят: мы мусульмане. Почему? Потому что эти, произнося ля иляха илляллах, посвящают поклонение другому помимо Аллаха. Но когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал курайшитам: «Кулу ля иляха илляллах туфлиху», скажите ля иляха илляллах, вы преуспеете. Они что сказали? «Аджа'аля аль-алихата иляха вахидан, фа инна хаза ла шейун уджаб». Разве он сделал все божества одним Богом? И это удивительная вещь. Глава 13. Условия ля иляха илляллах. Хасан сказал, то есть Хасан аль-Басри, сказал Аль-Фардаку, когда тот хоронил свою жену, он говорит: «Ма а'дадта ли хада аль-яум?» قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن: نعم العدة لكن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. وقال وهب ибн Мунаббих. Сказал Хасан: что ты приготовил для этого дня? Он сказал шахаду, ля иляха илляллах, в течение 70 лет. Хасан сказал: хорошая подготовка, но у ля иляха илляллах есть свои условия. Остерегайся клеветы на непорочной женщине. А Вахаб ибн Мунаббих сказал тому, кто его спросил: разве ключом от рая не является ля иляха илляллах? Он ответил: бала, валакинна ма мин мифтахин илля лаху аснан, фа ин атайта би мифтахин лаху аснанин футихат лак, ва илля лам юфтах лак, юширу бил аснани иля шурути ла иляха илляллах. Аль-ваджибу ильтизамуха аля кулли мукаллаф. Он говорит: да, но у любого ключа есть зубцы. Если ты принесешь ключ с зубцами, то он откроется для тебя, иначе не откроется. Здесь зубцы указывают на условия ля иляха илляллах, которые обязаны соблюдать все ответственные, все взрослые. Ва шуруту ля иляха илляллаху саб'а. А условия ля иляха илляллах 7, как сказано выше, и они следующие. Аль-ауалу. Первое. Аль-ильму бима'наха нафьян ва исбатан аль-мунафи лиль-джахл. Первое – это знание ее значения. Человек должен знать, что является ля иляха илляллах. Какой смысл ля иляха илляллах? Сегодня мы видим тех, которые называют себя мусульманами, которые 25-30 лет жили, которые 25-30 лет прожили, говорят: мы живем мусульманами, мы мусульмане. Когда ты ему задаешь вопрос, что такое ля иляха илляллах, он говорит: Аллах велик, Аллаху акбар. Как человек может быть мусульманином, не зная, что такое ля иляха илляллах?
не знает даже перевод, не говоря уже об понимании, о его значении, о его условиях, о его арканах. Как такой может называться мусульманином, субханаллах? Первое, что? Значение. Первое – это знание ее значения. Как отрицание всего, что не является Богом, так и утверждение единства Аллаха исключает невежество. То есть знание, которое что противоречит невежестве. Мусульманин не является невежественным в отношении основ своей религии. Кто невежественен в отношении основ своей религии, тот не является мусульманином. Кто не знает свою основу религии, тот не является мусульманином. Кто не знает таухид, он отвернулся от таухида, он не знает, что такое таухид. Второе – аль-якин аль-мунафи лиш-шакки ва-райб. Уверенность, то есть якин, убежденность, исключающая сомнения и колебания. Третье – аль-ихласу аль-мунафи лиш-ширки ва-рия. Третье – это искренность, ихлас, исключающая ширк и ар-рия, показное поклонение, то есть показуха. Четвертое – ас-сидк аль-мунафи лиль-кидб. Правдивость, сидк, исключающая ложь, то есть противоречие лжи. Пятое – это аль-махабба аль-мунафияту лиль-бугди валь-карах. Пятое – любовь, исключающая ненависть и вражду. Шестое – аль-инкияд аль-мунафи лит-тарк. Инкияд, то есть подчинение, исключающее пренебрежение или же оставление. И седьмое – аль-кабуль аль-мунафи лир-рад. Седьмое – это принятие, кабуль, исключающее отрицание или же отказа. وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط 7 في بيت واحد فقال. И некоторые ученые объединили эти 7 условия в одну строку, то есть один стих, сказав: «Аль-илму якину ва ихласу ва сидку ма махаббати вал инкияди вал кабули лаха». Знание, уверенность, искренность и правдивость с любовью, подчинением и принятием ее. А некоторые другие ученые сказали: «Вабищурути саб'атин кад куйидат, ва фин нусус аль-вахи хаккан варадат, فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد فادر ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه». 7 условий ей были даны, и 7 условий ей были даны. И в текстах Откровения они действительно упомянуты, ибо не принесет пользу тот, кто произнесет ее, пока не завершит их. Знание, уверенность, принятие и подчинение – вот что я говорю, а также правдивость, искренность и любовь. Да наставит тебя Аллах на то, что Он любит. И говорят: «Аль-ильму бима'наха аль-мураду минха нафьян ва ithbatan». وذلك بأن تنفي جميع الأنواع العبادة عن كل من سوى الله وتثبت ذلك لله وحده كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. Первое – это знание. Значение слов «ля иляха илляллах» – это что? Отрицание всего, кроме Аллаха, и утверждение единства Аллаха. Это означает, что необходимо отвергать все виды поклонения кому бы ни было, кроме Аллаха, и утверждать, что поклонение и помощь предназначены только Ему. Как сказано в аяте: «Тебе одному мы поклоняемся, и у Тебя одного мы ищем помощи». «Ай на'будука вахдака, ва ла на'буду гайрак, ва наста'ину бика, ва ла наста'ину би гайрик. Фала будда ликаили ла иляха илляллах мин аль-ильми бима'наха». Каля Та'аля. То есть мы поклоняемся только Тебе и не поклоняемся никому другому помимо Тебя. И ищем помощи только у Тебя и не ищем помощи у других. Поэтому тот, кто произносит свидетельство «Ля иляха илляллах», он обязан знать ее значение. Как Аллах Субханаху ва Та'аля сказал: «Фа'лям аннаху ла иляха илляллаху вастагфир لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم». И знай, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свои грехи и за верующих мужчин и женщин. Аллах знает ваши движения
и ваше пребывание. Аллаху Акбар. Сура Мухаммад, 19 аят. Также Всевышний Аллах сказал: «Илля ман шахида бил хакки ва хум я'лямун». Кроме тех, кто засвидетельствует о правде, об истине, и они знают. И они знают. Сура Зухруф, 86 аят. И говорят муфассиры: «Ай, илля ман шахида биля иляха илляллах ва хум я'лямун, ай ма шахиду бихи фи кулубихим ва альсинатихим». Это значит то, что только тот, кто свидетельствует ля иляха илляллах, и они знают, то есть они знают то, что свидетельствует сердцем и языком. Как человек может свидетельствовать, говорить ля иляха илляллах, и не знает его смысла, не практикует это в жизни? Невозможно, чтобы человек был мусульманином, кроме как изучающий свою основу религии. Тот человек, который не изучает основу религии, не может быть мусульманином. Как человек, который не знает, что такое ля иляха илляллах, может быть мусульманином? Никак. И поэтому эта умма была приказана, этой умме, первый аят, который был ниспослан: «Икра», читай. Но, к большому сожалению, субханаллах, сегодня большинство людей, большинство особенно молодежи, отдалились от чтения. И говорит Ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллах, в тафсире этого аята: «Фа'лам я Мухаммад, аннаху ла ма'буда танбаги ан туслаха лаху аль-улухияту, ва яджузу лака валил халqi ибадатихи илля Аллаху алладhi хуа халикул халq ва малику кулля шейин юдину лаху биррубубияти кулли ма дунаху». Всевышний сказал: «Знай, о Мухаммад, что нету заслуживающего поклонения никого, и достойного божественности никого. Не дозволено тебе и всем творениям поклоняться никому, кроме Аллаха Азза ва Джалля, который является Творцом всех творений и владыкой всякой вещи, и необходимо всем творениям подчиняться Ему в господстве». И говорит имам ат-Табари в тафсире: «Вахум аллазина яшхадуна шахадата аль-хак, фа ювахидуна Аллаха, ва юхлисуна лаху аль-вахданиях, аля ильмин минхум, ва якиним бидалик». Это те, которые свидетельствуют о единственности Аллаха и Его уединяют в Его поклонении, зная об этом и будучи убежденными. Приводится от Усмана, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман мата ва хуа я'ламу аннаху ла илаха илляллаху дахаля аль-джаннах». Тот, кто умрет, зная, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, тот войдет в рай. Хадис передал имам Муслим. И те, кто не знает, что ля иляха илляллах означает, они исключены из этого хадиса. Потому что человек, который не знает, он может впасть в действия, которые аннулируют это ля иляха илляллах. И мы видим сегодня людей, которые, стоя в намазе, говорят ля иляха илляллах. Стоя в намазе, говорят: «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Мы только тебе поклоняемся и тебя просим о помощи. Заканчивают намаз, идут на зиярат каким-то могилам. Этот мушрик не знает то, что он, стоя в молитве, когда делает дуа, этот мушрик не знает то, что он стоит в молитве, делает дуа, заканчивая молитву, делает противоположность того, что он делал. Он заявляет ля иляха илляллах, но лжет своими действиями, потому что он не знает. А незнание не является оправданием. Незнание в большом куфре и ширке не является оправданием. И шейх Абдурахман ибн Хасан, рахимахуллах, говорит: «Вакад аджма аль-уламау аля анна ман каля ла иляха илляллах, валам я'атакид ма'наха, валам я'амал бимуктадаха, юкатилу хатта я'амалу бима даллат алейхи минан нафи валь ithбат». Объединились ученые на том, что кто скажет свидетельство ля иляха илляллах, кто произнесет, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, но не будет убежден в нем и не будет совершать дела в соответствии с ним, то с таким ведут сражение. С таким сражаются, пока он не начнет поступать в соответствии с тем, в соответствии с тем, на что оно указывает из отрицания и утверждения. Отрицание всего, чему поклоняются помимо Аллаха, и утверждение поклонения только одному Аллаху Азза ва Джалля. Отрицать тагутов и тагутопоклонников, тем, кто посвящает им поклонение мушриков, выносит им такфир и утверждает Аллаху Азза ва Джалля божественность, поклонение и посвящать только Аллаху
это поклонение. И второе условие – это аль-якин, аль-мунафи лиш-шакки валь-райб. Второе – убежденность, исключающая сомнение и неуверенность. Сомнение. Тот, кто произносит слова свидетельства, должен быть твердо убежден в их искренности, не имея никаких-либо сомнений или колебаний. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Иннама аль-му'минуна алладhina аману биллахи ва расулихи thumma лам яртабу ва джахаду би амвалихим ва анфусихим фи сабилиллах улаика хумус садикун». Поистине верующие только те, которые уверовали в Аллаха и в Его посланника, потом не испытывали сомнений в своей вере и расходовали своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. Те, то есть такие верующие, они правдивые, они являются правдивыми. Какие верующие? Это те, которые уверовали в Аллаха, в Его посланника, потом не сомневались и делали джихад своим имуществом и своим телом на пути Аллаха. И они являются правдивыми. Они являются правдивыми. Ибн Касир, рахимахуллах, в тафсире этого аята говорит: «Лам яшукку ва ла тазальзалу, баль табату аля халин вахидатин, вахия ат-тасдику аль-махд». Верующие – это те, которые не сомневаются и не колебаются, и они находятся твердо в одном положении, и это и является что? Чистой верой. Это и является чистой верой, те, которые уверовали в Аллаха, Субханаху ва Тааля, в Его посланника. Потом что делали? Сражались своим имуществом и своими душами, делали джихад. Только они являются правдивыми. И тот, кто, субханаллах, не правдив с Аллахом, субханаху ва тааля, тот, кто не имеет веры в Аллаха, он не будет совершать джихад своим имуществом и своим телом. Либо же он колебается. Нет. В джихад ведется борьба с куфарами и с другими, ведет только тот, у кого есть иман в Аллаха, субханаху ва тааля. Иман в эти аяты, которые Аллах приказал ему сражаться. И нет у него сомнения в Аллахе, субханаху ва тааля, и поэтому он отдает свою душу и свое имущество на пути Аллаха. И говорит имам Аль-Вахиди, рахимахуллах, в тафсире этого: «Ай хауляи хуму алладhina саддаку фи иманихим ла ман аслама хауфа ас-сайфи ва раджаа аль-манфиати». Это те, которые уверовали истинно, не те, которые просто покорились, боясь меча или же желая пользы в этой дуне. И как же много, субханаллах, сегодня этих мунафиков, которые что? Покорились, либо выявляют свой ислам из-за пользы этого мира, из-за пользы в этой дуне. Приводится от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ашхаду ан ла илляха илляллах, ва анни расулуллах, ла ялка Аллаха бихима абдун гайра шаккин фихима, илля дахал аль-джанна». Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. Какой бы раб не встретился с Аллахом, с этими двумя свидетельствами, не сомневаясь в их искренности, он обязательно войдет в рай. Хадис передал имам Муслим. И также он сказал: «Вафи ссахихи Муслим ан Аби Хурайрата радийаллаху анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة». Кого бы ты ни встретил за этой стеной, свидетельствующего, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, будучи убежденным в этом в своем сердце, обрадуй его раем. Аллаху Акбар. И сказал Аллах Азза ва Джалля: «Алам я'тикум наба'у аллазина мин кабликум кауму Нухин ва Ади ва Самуда валлазина мин ба'дихим لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض». Разве до вас не дошли вести о народе Нуха, адитах и самудьянах, и тех, кто жил после них? Никто, кроме Аллаха, не ведает о них. К ним приходили посланники с ясными знамениями,
Но они клали пальцы в рот и говорили: «Мы не веруем в то, что вы посланы, и нас терзают смутные сомнения относительно тому, чему вы призываете». И посланники говорят: «Разве в Аллахе сомнение, который сотворил небеса и землю?» Аллаху Акбар. И говорит шейх Хамуд бин Уқл аш-Шуайби, рахимахуллах, в своем шархе к «Ла илляха илляллах». «Фахум кафару лианнахум шакку фи сихати да'вати р-русули лахум». Это означает, что они опровергли посланников, потому что сомневались в истинности их послания. وقال تعالى, Всевышний Аллах сказал: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и в Его посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми. Я думаю, иншаллах, мы сегодня на этом остановимся и продолжим на следующем уроке. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.